Селям алейкум. О, селям алейкум. Да, алейкум селям. Хатык шоусы, сайгыл достар, бүгін 20-нчы, яғни юбилей Арсен. Па-па-па-пам, па-па-па-пам, па-па-пам, па-па-па-пам, па-па-па-пам, па-па-па-пам. Ама унутма, менің юбилейім. Менде 20-нчы программа. Мен сені хайырлайым. Сенде 2-нчы. Иште эралда эпігімізні хайырлаймыз, сайгыл достар, иште хатык шоуымызны башлаймыз. Асылда білесің ме, Арсен, нені мен көзетем? Не үшіндір мына хаттық шоусына чоқсы келмеге білмейміз, істемейлер ме, ерінелер ме, қорқалар ме? Не үшін артистлеріміз чоқ келмейлер, сенже? Мен білесем қорқалар. Қорқал, неден қорқалар? Білмеймін. Не севиле сорajaq. Асылда хаттық шоусына келмек керек, чүнки біз мында Қырым-татар шоу бизнесіні музакире етеміз, нұқсанлықларны, етмеген шейлерні, менфей музбет тарафларны оның үшін шымды айтамыз. Ресми шекілде келіңіз ве біз бірі-бірімізні қатықлайық ве инкишаф етейік. 10-секундный джингл, который заел в голове у каждого жителя Крыма. В 2000-х его слышал целый полуостров по дороге на работу, а написан он был быстрее, чем в то время прогревались машины. Меня зовут Арсен Бекиров. Разберемся, как диджей Бебек и его сильно запоминающийся Мейдан появился на свет. Конечно, первый его трек услышала мама Ролана, поддержала его, и только затем он попал на офис радиостанции. Все в полном восторге, джингл становится визитной карточкой радио, народ начинает напевать заедающий мотив, и Бебек ловит волну тренда. Хайп, как говорят сейчас. Он приглашает музыкантов Энвера Алимова, Тимура Магометова, Ирфана Усманова и тащит их в студию. Зачем? Чтобы превратить несколько секунд в полноценный трек. И тут начинается работа. Музыканты настоящие профи, выкладываются на полную. Ролан, как дирижер, держит все под контролем, меняет аранжировку, усиливает бас, добавляет этнические мотивы. Итог. Трек «Мейдан» попадает в 3-й альбом Ролана «Узак Йол». «Дальняя дорога» — это уже не джингл, а музыкальная история о Крыме. Но и это не конец. К юбилею радиостанции принимается решение снять масштабнейший клип. Приглашаются все топовые на тот момент крымско-татарские артисты. А ажиотаж среди желающих настолько растет, что Ролану приходится даже отдать свои строчки, лишь бы не было конфликтов. В один день они все собираются в студии радиостанции, переписывают партии, плетают крымско-татарские мотивы, чтобы песня звучала как голос народа. Затем сама съемка не менее тяжелая задача. По сути, клип должен был быть большой пиар-компанией концерта, приуроченного к 10-летию станции. Режиссер клипа для Вер-Дваджиев придумывает вместе с Роланом, как собрать 15 артистов в один день в зале Крымско-татарского театра и отработать с каждым по несколько дублей. Так на свет появилось 2 части клипа, которые вошли в историю. Kırım'da meydan çala, her bir gönül canlana. Gece kunduz meydanda, Anatolia aşlana. Kırım boyu keserim, salgır boyun dinlerim. Ortalığımda oğanı, meydandan o diyenerim. Akmeşit kezdir can koy, ev bir şehir, yer bir koy. Sabah kunduz en akşam, meydandan ayrılmay. Hedayım yalnızdan, meydanın dalgasından. Kuy kuş, şenlik, hareket, yaşasın bizim millet. Всех цифр, конечно, уже не соберешь, но на одном только Apple Music этот трек набрал 3 миллиона прослушиваний. Представляете масштаб популярности? Радиостанции уже нет, тренды в музыке поменялись, но у каждого в голове все еще есть тот самый заедающий мотив, который напоминает о чем-то теплом и родном. А где эта мелодия поймала вас? В машине? На концерте? Пишите в комментариях. И если знаете другие истории о песнях, которые цепляют, делитесь. Мы найдем и все расскажем. Hit hikayesi
У каждого хита есть своя история. Алим Аблаев. И, конечно, традиционный напиток хатых. Салям алейкум. Сегодня эпатажный хатых. Мы сегодня поговорим о рамках на нашей крымско-татарской эстраде. Есть ли они? Конечно, они есть. И надо ли за них выходить, и как за них выходить. В общем, все увидите. В общем, классная тема. Арсен, как ты считаешь, кто у нас в нашем шоу-бизнесе самый эпатажный? Кто второй самый эпатажный? После тебя, конечно. Не, ну ладно тебе. Ну вот последний у нас был концерт совместный, где было очень много Ахмеджит артистов. Базар. Ахмеджит Базар. Кто тебе запомнился? Во-первых, Ошек. Песня. Да. Класс. Класс. Давайте. Аплодисменты, да. Коллаборация опять, да. Тут все присутствовало в этом номере. И я сейчас анонсирую, получается, наших гостей, да. И вот Тимирджан. Было много вопросов, отзывов Ответов разных. Да. еще не было. И Сейчас сегодня мы мы получим всё получим. эти ответы. Сайгул достлар, келиңиз гурделі алғышлар. Лет Темирджан. Ле Адиле Абсаитова. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. И, конечно же, Алим угостит нас традиционным хатыхом. Коктейль хатых. И что у нас сегодня будет, Алим? Доперчил что-то там он. В общем, такой спорный моментами персонаж получился, но, на мой вкус, очень свежо, очень интересно, классно. У него, кстати, вышел недавно трек О2. У нас на Ренг он тоже появился. Смотрите, подписывайтесь, O2. комментируйте. Если быть- О2. Да. Но Вот меня американизм эта тоже. формула вдохновила на хатых, я его назвал КО2. ну, так вот вообще пойдет. классно. К2О. Саунс. Да. Так. Аделе. Крымско-татарский. О2. Конечно же, Ощек Хатыга. Специально для тебя. Со всеми сплетнями там. Щепотка слухов, и домыслов и прочего. И еще один момент, который хотелось бы... Давай вот здесь. Да. Хотелось бы с тобой сразу проработать травмы наши. Включите, пожалуйста, видео. У нас есть видео одно. Оно не так давно Аделе его записала. Да. Пожалуйста. Если мы говорим в общем про выход на международную арену, мне все-таки кажется, что нам не хватает жанров и тем. То есть мы слишком упираемся вот в тему Родины. Я считаю, что если мы хотим представлять себя как крымские татары на международной арене... Согласен абсолютно пока с каждым словом. Горящие головы, но Вот. вот касательно одной темы выхожу в сторис. Здесь сейчас активно скидывают предыдущее видео, которое я выставила с Меркезом. А вы так каждого в сторисах, всех артистов в сторисах записываете? Ну да. Ну, во-первых, меня вот просто съемка там убивает. Надо было вот так снять. Вот так надо было снять. Вот просто, я не понимаю, в чем была Это был проблема. крик снять вот души. так. Все, Сава, у нас Аделе. Я надеюсь, сегодня так не будете снимать? Не умирай, пожалуйста. Хорошо. Мы публично решили исправиться, извиниться. Все хорошо. Этот человек в студии. Он живой. Мы его нашли. Вот он. Вот этот человек. Видишь, мы его пересадили специально. Он тебя не снимает. Подальше. Тебя снимать сегодня будет другой человек. Я думаю, все будет хорошо. Возьмите, запомнила. пожалуйста, красиво Аделе. Так, ну, давайте про премию Но я немножко. хочу у Тимирджана спросить, нормально Ренг прошел? Тебе понравилось? Ренг? Близко не брали? Планы нормальные? Ну, нет, очень-очень так. Претензий Джихану нет. есть претензии Претензий еще? вообще никаких, очень круто, на высоком уровне. Ахмеджит Базар. У Тимирджана был такой испанский стиль. Кто-то скажет стыд. Уже написали такой. Вот, это было так смело. И очень было много критики. Лично мне говорили об этом, что это такое вообще. Как вы относитесь к этому? После этого как-то меняете свое мнение, или вы вот идете и идете? Ну, в какой-то момент, может быть, я задумывался о том, что вот, мне надо слушать общество, что они скажут. Каждый, кто там скажет, мне из этой щепотки надо собрать. Потом, в целом, ну, как бы появляются такие в жизни люди, которые говорят, ты не должен никому нравиться в целом. Ты, ну,
имеешь определенное воспитание, определенные ментальные, ну, менталитетские, может быть, сказать, да, представления о народе своем, и понимаешь, куда нельзя заходить. То есть, а куда ты можешь развиться. За что вот нельзя тебе заходить? Ну, наверное, за разврат. Какие-то развратные определенные, ну, вот... Ну, выпады, пусть То есть, будет... если ты без рубашки вышел, это уже другой фасон. Я да? думаю, что это, ну, так приоткрыть можно. Ну, А что такое разврат на сцене? Ну, знаете, разврат... Ты видел? Во-первых, это... Я тоже. Если, ну, как бы... Без одежды? Ну, это да. Просто если просто, да. Но можно даже быть в одежде, но быть развратным. Это такая тонкая грань. Здесь касается всего, я считаю. Плеваться на сцене, вот это вот, наверное. Да? Я не знаю. Я могу продолжать? Но мы тебя поняли. У Арсена фантазии просто развратные. Ну, я в плане того, что мы все знаем, как нам жить, мы все знаем, какие у нас там социальные критерии, и за что можно выходить, за что нельзя. У каждого они свои. Кто-то там... Это, конечно, еще и зависит от религии, от религиозности. Кто-то ближе к этому, к религии, и от этого ведет свое творчество. Кто-то вообще не ведет. Кто-то пытается как-то совмещать. Но я считаю, что вообще в целом вы начали спрашивать про мой номер. Он не просто так появился вдруг. Он имеет историю, потому что я сам танцор, ну, танцую с 6 лет. Я начал с ансамбля «Джемиле» танцевать. И, конечно, у нас, помимо того, что мы танцевали крымско-татарские танцы, была еще возможность, Джамиля Ханум сама меня учила, была еще возможность сделать какой-нибудь танец другого народа. Да? То есть, и почему-то, я не знаю, ну, это как-то вот свыше приходит. Ты еще у Джамиля Ханум учился? Да. То есть тебе уже за 30? Ну, мне 30, да. Ну, двигаешься ты отменно. Это надо признать, класс вообще. И Я, поешь. честно говоря, смотрела, не нравится. слушала. Да? Ну, С я вокалом вообще всё переодевался. нормально? Следующий номер мой был на ярмарке. Но ты услышал. Я потом в записи посмотрел. Мне понравилось. Ну, ваш номер тоже довольно эпатажный. Ну, как по образу. А, ну, сейчас не обо мне, допустим, ладно. Все блестящее всегда, да? Все такое пестрое. Да, ну, яркое. эта сцена, она любит все пестрое, перья. Про Ощек. Сразу, когда мы готовились к концерту с Арсеном, услышали название Ощек. И мы такие: о, класс. Мне кажется, на эту тему не было никогда ни песен, ни клипов. И вообще, как родилась идея именно вот создать такую песню? Почему Ощек? Вы знаете, все максимально просто личный опыт. Просто столкнулась с этим, с клеветой, особенно когда ты пытался донести и через доказательства, что действительно ты этого не говорил. Тебя не слышали, и так как ты творческий человек, вся вот эта буря, эмоции, весь вот этот негатив, он вылился в песню. Единственное, так как я не поэт, мне было сложно немножко подобрать слова. Это вообще моя первая крымско-татарская авторская вообще песня. И я обратилась к Селиме Смедляевой, Сағылсын. Я ей объяснила, что я хочу услышать. Кстати, вот про темы. Селиме, когда услышала, она же многим артистам пишет. Она говорит: наконец-то такая тема, можно я ей полностью отдамся? Поущекаться. Да. Я говорю: отдайся Селиме, вот просто вот напиши так, как ты чувствуешь. И вот Сағылсын, она меня услышала с полуслова, куплеты написала она, рэп написала я, а вообще начиналось все с припева, но изначально In the Crimea she expressed faster than river, это первое, что пришло. Арсен, давай. Твоя очередь. Я в прошлой передаче сказал, и там комментаторов из Куфа себе получил. Нельзя такое делать. Мне нравится все. Да? Ну хорошо. Мне там запомнилась фраза «Брас». Как там? Biraz uydurdum. Sonra... Men bir şey yaşattım, tekrar koştum. Мен bir şey yaşattım, tekrar koştum. Biraz uydurdum. This is not a shack, gerçek. Слова просто. You can This is not a shack. Ну что, нормально, что ли? Меня после эфира побили того, и все нормально, видите? Все хорошо. Поменял свое мнение. Нет, конечно, если серьезно, я никогда свое мнение не меняю и думаю, что... Это плохо. Не то чтобы плохо, а чуть-чуть пока что неуместно.
Мы все-таки стадии проходим своей культурной эволюции, крымско-татарской именно. Может быть, на следующем поколении уже, когда это мои мечты как артиста, что все будут знать крымско-татарский язык, и мы уже можем не примешивать эти всякие американизмы. Арсен, сколько тебе лет? Да нормально мне Иногда лет, мне кажется, что тебе очень-очень много лет. Нет, мне еще 40 нету. Сейчас я слежу за молодыми исполнителями и хочу сказать, что они, ты знаешь, очень-очень смелые. И я вот хочу задать вопрос, откуда столько смелости у вас? Кто вам ее придает? Потому что вы не боитесь экспериментировать, вы очень много нового вносите. Откуда столько смелости? Мы боимся, просто мы этого не показываем. Всегда страшно. Особенно, когда ты знаешь предположительно наперед, что может палиться много хейта, и потом вообще могут опуститься руки, ничего не делать. Но знаете, я определенно точно знаю, что есть одно большое «но». Это мотивация, боязнь того, что мы можем исчезнуть как нация. И вот эта мотивация того, чтобы проявлять себя, делать какой-то вклад, если я хотя бы до одного человека достучусь своей песней до его сердечка, то я уже буду чувствовать, что мой вклад в этом есть. Да как минимум для двоих ты уже достучалась. Видите, Да. это прекрасно. Вот это самое главное. Так. Ну, по моему мнению, я думаю, что это какой-то... Но все равно есть страх, да, вот как сказала Адилия. Но этот страх тоже надо с ним уметь работать, потому что если ты начинаешь это в себе там копаться, то, в принципе, ничего и не выходит. А если страх тебя побуждает что-то сделать, мотивирует тебя на то, чтобы записать песню, написать слова, то есть нужно вот эту энергию все равно из себя проецировать наружу и показать людям то, что тебя волнует, да, и все равно в любом случае ты должен, если ты артист и ты уже сидишь, беспокоишься о том, показать мне себя, как-то проявить мне себя. Я думаю, что в любом случае надо это делать, проявлять, потому что в конечном итоге это все скапливание в себе. А для творческого человека, для артиста это, мука. То есть это уже душевная мука начинается, а потом уже, наверное, физическая. И это даже, скорее всего, влияет на здоровье. Поэтому это не то, что там просто написать песню. Это вот целый цикл, который тебя должен мотивировать и который тебя должен двигать вперед, а не останавливать. То есть нет, там кто-то что-то скажет, кто-то напишет комментарий. Комментарии, критика. Читаете? Вы все читаете? Я читаю, да, я также реагирую. Я считаю, что в целом реагировать можно, это не стыдно. Главное не принимать это на свой счет близко и переводить это вот в позитивную энергию. А есть чье мнение для вас важно, например? К кому вы прислушиваетесь? Есть. Конечно, это мои родные, близкие. Здесь в зале сидит мой друг Ростислав. Тоже музыкант? Да, мы занимаемся с ним музыкой. Он тоже делает свою музыку. Ростислав. Он диджей, арт-директор. Поэтому он многое видит, он со многим сталкивается в жизни, именно в плане творчества. Может мне подсказать. В принципе, для меня мнение этих людей важно, да. Может быть, в целом, кто мне напишет комментарий, или как-то выдаст критику, если она точная, если я, к примеру, задумаюсь действительно, здесь я что-то сделал не так. Но ты можешь, допустим, взять и в личку ответить, слышь, там, нет. Что это такое? Или ты мимо пройдешь? Если это не оскорбление, то я не могу... Нет, там оскорбление именно. Оскорбление я уже... Не пройдешь мимо. Нет, я вряд ли пройду мимо, потому что если это прям задевает конкретно мою личность, да, то есть... что такое было? Нет, бывает? Арсенова говорит же... Теоретически. Да, теоретически. Да. Был. Вот там вот столько, вот там встречаемся. Ничего Он себе. не приехал. Не приехал. Творчество опасно. Адилия, давай, ты к кому прислушиваешься? Родные, в первую очередь. Это родители и моя сестренка родная Мединешка, вот она сидит, младшая. И вообще младшее поколение, вот сидят представители Архадаш Генч. Это люди, с которыми я уже делаю второй проект, точнее первый Эгер
они меня пригласили в свой проект. И это, кстати, тоже стало мотивацией на то, что нужно не бояться показывать себя и свое авторство, свое творчество. И вот в Ощеке они очень внесли большой вклад, и они как молодежь для меня в первую очередь те люди, к которым я прислушиваюсь. То есть я знаю, что если они скажут, что вот тут все-таки нужно было бы сделать по-другому, я знаю, что определенно точно они правы, потому что они наше будущее, они поколение, мне кажется, которому стоит родные и прислушиваться. близкие это не совсем объективно. Они всегда похвалят, скажут, какая ты молодец. Ничего не Да надо нет, делать, все да хорошо. нет. Могу сказать на примере своей младшей сестры. Ей не нравится песня «Ощек». Абсолютно. Не нравится? Абсолютно. Главного хейтера, да? Она вообще ее особо не воспринимает. Единственная часть, которую она слушает и любит, это рэп-часть. Вот ее она Английская, слушает. которая? Нет, которая смешанная. В «Ощеке» она смешанная. Да. Крымско-татарский, русский, английский. Там 3 языка. Вот ее она чувствует, слушает и говорит, да, вот тут качает. Остальное, это не мое, прости. То есть очень объективно. Сейчас следующая песня, например, пишется, она вообще в другом жанре, абсолютно о другом. С испанским. Нет. Нет. Чисто на крымско-татарском, да? Испанский Я, это походу, вот у нас, задал да. тренд, да? Да. Вот сидит представитель этого направления, так скажем. Аделия, будешь принимать участие Где? в Харадинис премиас? Ну, я бы хотела бы, да. Вообще хатых это вот столб, да, вот стержень. Да. Харадинис премиас. Сердце Харадинис премиаса. Сердце. Мы здесь все это обсуждаем, а потом вот у нас большие проекты такие рождаются. Так, ты обещаешь участвовать в Харадинис премиаса? А Тимирджан? Давайте скажу. На чем да, надо поклясться? Постараюсь. Так это... Нас тут точно закритикуют. А ты? Я планирую. В целом у нас есть снятый клип. Он снят был в 2022 году. Была череда событий, которая просто вот закрутила и перекинула этот проект куда-то вот вдаль, в ящик. У всех. Мы сделали песню с Самедином. Вы наверняка знаете такого артиста. И она довольно зашла людям. Она такая кочевая. И, то есть не было какого-то направления, что вот мы делаем для свадеб. Хотя она под нее реально можно, круто, то есть оторваться, потанцевать. То есть ты тоже вот от этого отталкиваешься? Кочевая равно свадьба? Нет, я не отталкиваюсь. Я считаю, что нам надо делать, создавать свою какую-то сферу, вот, да, то есть, чтобы это потом, может быть, и на свадьбу притягивалось. Не думать о том, что, а вот как бы я там выступил на свадьбе. Я, к примеру, об этом вообще не думаю. То есть, я думаю, прикольно, если позовут, классно выступить. То есть, мы создаем сами предложение, и это предложение потом рассматривают другие люди, и, возможно, им это понравится, да, то есть я думаю, что это так работает. Вот эта песня твоя, по-моему, да, была? Которая- Да. Это, Кстати, классная песня. в принципе, да, хорошая песня. Я там, конечно, открыл себя для себя с другой стороны, в плане мелизматики, в плане того, что можно... В принципе, нашу мелизматику крымско-татарскую, оказывается, можно вплетать в современное, и это очень органично звучит. Я потом сижу, у меня есть такой немножко параноидальный момент, что я сижу, прослушиваю свою мелодику. Самоковыряние. Да, я такой, а вот здесь, оказывается, оно звучит как крымско-татарское что-то. То есть, в любом случае, то, что мы слушали, то, что мы, молодежь, да, я про молодежь говорю в целом, это все равно в нас, оно потом как-то компилируется, синтезируется и выходит в что-то новое. Я, к примеру, очень люблю Сабрия Реджепу, Февзи Белялова, Субия Налбандова, Сакиня Налбандова. Это, пласт. И очень много, в принципе, сделано для того, чтобы, к этому возвращаться. Просто есть здесь мнение такое, что мы якобы что-то, да, вот в современном плане, мы что-то меняем и что-то стираем. Мы ничего не стираем. Кстати, Сабрию Реджепову тоже критиковали, я хочу вам сказать, в то время. У нас есть вопрос. Эльдар. Селям алейкум, да, Бракире. Ну что ж, молодежь, да, кочевые вещи, да. А у меня есть один вопрос к вам именно. И Аделе, и Тимирджану. Прислушиваетесь ли вы к тем певцам, которые уже давно на сцене, да? Или этого не нужно для того, чтобы продвигать нынешнюю музыку и чтобы она вовлекала нашего зрителя, да, нашу молодежь в эту культуру?
Вопрос мне, я так понимаю, да? Ну, хорошо. Ну, лично у меня есть такой замечательный человек, Ролан Салимов. Меня познакомил с ним... Диджей Бибек. Да, диджей Бибек. Айдар Агамур Радосилов меня с ним познакомил. Он мне на книжную ярмарку отмастерил песню. Просто вот от души, я ему очень сильно благодарен, и мы с ним, в принципе, общаемся, как-то переписываемся в зависимости от его загруженности, да, и в целом он мне дает советы, которые я могу для себя принять. Ну вот он какой-то совет мне дал определенный, я сейчас не буду говорить, раскрывать там карты, да, к примеру, но лично это немножко не мое, да, то есть он мне посоветовал, я послушал, думаю, ну, в целом это неплохо, то есть для нашего шоу-бизнеса, ну, опять возрождающегося, это неплохо. Если я почувствую, что мне захочется сделать там песню в таком стиле, да, то я к этому вернусь. Очень много советов от него. Также есть такой, был в свое время Демирель Ага, я не помню фамилия, Ленмар и Демирель. Абдуллаев, да. по-моему. Абдуллаев Вот вроде. я тебе сейчас, извини, я перебью, я тебе честно скажу, когда я вот эту песню сейчас пытался исполнить твою, я почему-то думал, что это Демирель. Демирель. Да, кстати, да. Она? Да. Да. Ну, не знаю, может Вот быть. Потому по-честному вот скажу. Ну, для меня вот Демирель... Чувствуется как бы его влияние. Влияние? На тебя, да. Скорее всего. Хотя, честно говоря, я, ну, Демирель Ага прям, ну, Демирель и Ленмара не заслушивал прям там до дыр их песни. Ну, вот у них есть песня Бардидже или Будидже, и она сделана именно в таком, в R&B стиле. R&B. R&B, да. Это не сильно старый уже стиль? Не устаревшие? Не устаревший. Он, наоборот, прогрессирующий, развивающийся. Ну, вы слушаете эту музыку каждый день. R&B вообще на самом деле заполонил все. То есть рэп и R&B музыка, то, что вы сейчас слушаете, то, что делает Адиле, это R&B. В принципе, Weekend, да, это R&B. Ашер — это R&B. Да блин, Майкл Джексон — это R&B тоже, да? То есть вы эту музыку тоже слушали. и Майкл Джексон — это уже разные. А вот я хочу они перешли у в поп, Эдема конечно. спросить. Поколение. Как вам этот стиль? Все на самом деле упирается в талант. В любых жанрах можно делать классно. Если талантливо, почему бы и нет? Почему бы нет, если, допустим, не знаю, в кантри стиле спеть крымско-татарскую песню? Подача, то есть, да? Абсолютно. То есть это все дело креатива. И вот хотел сказать по поводу смелости. Вы сказали смело, да? Вот просто смелость иногда граничит, знаете, с не совсем обдуманными делами, знаете. И это какая-то в какой-то степени бывает глупость. В наше время это распространено, как вы знаете, вот телефончик у нас в руке, да, весь мир. И вот и человек думает, сейчас я сделаю что-то, не обдумывая, не имея никакого таланта, за плечами не имеет никакие, как сказать, бэкграунды серьезные, да. Вот по поводу авангарда, да, человек говорит, я делаю вот так, я так вижу. На самом деле он не видит, он шарлатан, понимаете? Согласна, и вот эта смелость, там не смелость, там больше глупости. Да. Но я не о всех говорю, конечно же. Бывает у тебя такое, ты увидел, что ты думаешь, как вообще можно было Как такое, смело. как можно было вообще выложить такое? Ну да, у меня есть. Я надеюсь, же это не- да, старый, получается. Я надеюсь, это не про нас, Нет, или нет. Давайте Он определимся сделал так. Наши гости сегодня, ну, талантливые вокалисты. Я как вокалист могу оценить каждого из вас именно с профессиональной Кстати, точки да, и я зрения. спросила, говорю, Адиле хорошо поет? Я вот ему доверяю, Адиле потому что он суперски все-таки поет. вокалист. И спросила, как Тамирджан? Мне кажется, Тамирджан как бы чуть-чуть, Это как его будто стиль. бы не очень, Это но его танцует стиль. классно. Вот. А Адиле Нет, как будто подожди. бы с вокалом Он все. более на облегченном таком звуке поет. Я Да, он мне слышу объяснил потом. звуки R&B У меня и нет. Викенда именно, У меня знаешь. нет вот академического чуть-чуть. такого. Нет, дело не в академизме, а в самой силе звука. Да, да. Она у тебя более такая под R&B подходящая. Нет, супер, нормально. Он и мелизматику там. Ну, если мое мнение вам интересно, то я вам вот разложил. Ты заметил, что снимают маленькие рилсы, типа клипы? Да, это так называется? Сниппет вообще Это очень круто. Сниппет. В одной запрещенной соцсети мы Да. видели... Клен песня. О, Как вам, братан, кстати, братан, чувствуешь клёна? гипопотам. Честно, мне понравилось. Не знаю, как кому, но было очень Много кому прикольно. понравилось. Но и много кому Не не понравилось, ну, понравилось. естественно. Вам как? Много критики. Ну, я скажу так. Из-за того, что я сама работаю в таком стиле, где смешание языков,
жанров. Мне понравилось единственное, вот эта вот вставочка с лепесточком клена. Ну, чуть-чуть, если кто знает изначально, да, это же да, с мема. там же с мема, если кто знает, да, то кто это слушал очень полностью это заботливо. Вопрос про голосовое. границы творчества. Да. Вот, то есть к нему есть немножечко вопросы. Вот именно к этой вставочке. Дальше в песне классно, супер, молодежи заходит, слушает. Я сама, честно скажу, ну, мне вот этот вот отрывок, который просто через каждый, вот просто через день выходил у меня в ленте. Да. Брум-брум. Да. Конечно, он заедает. Ну вот по поводу этой песни я могу сказать. Вот это один из самых показательных, наверное, примеров, когда человеку, как сказать, есть возможность выразиться и использовать не самые приличные приемы, понимаете? Есть мем, который, извините меня, там чуть ли не половой орган затрагивает, да? Как там от сглаз защититься. Используют данный мем, который 6 миллионов просмотров, и просто вбрасывают в песню, которая тоже не особо по смыслу имеет какую-то связь. Это какой-то запрещенный прием, понимаете? И ниже когда, пояса. и еще, понимаете, когда это ориентировано на молодежь, у которых нет каких-то моральных стержней, к сожалению, потому что сдерживающих факторов, если человек в Бога не верит, непонятно, кто ему рассказывает про принципы какие-то. Вот. Когда они это видят и такие классно, честно, немножко печально становится. Про мем. Кстати, я не знала, что это с мема. Я думала, тебе это дам просто послушать. такое... А потом мне прислали, что это... Я, конечно, была Там в шоке. целая серия. Но когда ты не знаешь, что там было, то в целом это очень круто. Не, если мы рассматриваем как музыка, в принципе, как жанр рэп, действительно неплохо качево. Я имею в виду посыл какой-то, понимаете, вот эта мораль какая-то песня, она все-таки очень важна. Кстати, на обсуждение режиссером вашего клипа тоже было. Сниппетов, да, всех трех Адем. Адем Бейтулаев. Это тоже коротенькие ролики? Да, вот коротенькие ролики, ну как промо, да, перед песней. Сегодня вот как раз будет релиз «Аллах смедете». И вот, да, Адем Сагулсун, он снимал. И Осман Ага, где Осман Ага тоже очень много подсказывал с идеями. Вообще они очень творческие. И ну, классно, когда есть люди, которые с тобой в одном направлении мыслят. Понятно, что мы спорим, не без этого. Адем знает. Мне кажется, он моментами хотел меня... Скажите, сейчас это... я могу прибить. спросить, Да, я да, хотела спросить, а Адем за свои услуги много денег просит? Он нам не рассказывал, это но скажи нам конфиденциальная ты. информация. Конфиденциальная информация. Мои услуги вообще на самом деле бесценны. Он всегда так говорит, да. На Это как короночка. самом деле, Это там секрет? это дружеские эти, значит, съемки были, и это секрет. А скажите, это вот сейчас очень важно, да? Ну вот мы другого поколения, у нас было радио, телевидение, там вкидываешь песню на радио, на телевидении, Того сидишь его поколения. ждешь. Ну, они же уже другое поколение, это правильно? Вот это сейчас очень важно, да, вот эти how it's snippet, да. Тизер еще говорят. Тизер, сниппет. Но ты в Это все теме, да, обязательно Тим? должно присутствовать, да, вот чтобы разрекламировать песню, чтобы она вот заходила именно. Или все-таки песня сама должна быть тоже из себя что-то представлять? Ну, это соединение. Во-первых, песня сама должна быть в целом интересной, Ну вот цепляющей. какую-то часть вот ты сам выбираешь? Я которая сам должна выбираю. вот Ну, стукнуть которая, по голове? моему мнению, да. Да? Она яркая, да, к примеру. Ну, я часто тоже смотрю в Ютубе по поводу продвижения, по поводу маркетинга, да, и многие говорят, что, ну, вот вы выложили свою песню, и вы ждете там маны небесной, к примеру, да, то, что и будет прослушивание, будет это, то, но с одной стороны сейчас такое время, что в целом каждый артист, он сам себе как продюсер. То есть он сам вынужден выстраивать для себя какую-то дорожную карту для того, чтобы двигаться. У тебя есть арт-директор, ладно. Что-что? А у тебя есть арт-директор, ладно. Ну, мне повезло просто. Да. У меня хорошие друзья. Поэтому, но в целом, ну, в любом случае, каждый двигается сам, пытается сам что-то делать, даже музыку записывает сам, ну, потому что не всегда бывает средства, да. Но в плане вот рилсов, да, если ты выпустил песню, вот, ну, я слушаю некоторых людей, которые в этой сфере, да, двигаются, они говорят, что надо свое творчество рекламировать, то есть надо о себе постоянно заявлять. Не просто положить на полочку там на музыкальной площадке, да,
она там где-то, там 30 прослушиваний, все, там больше ничего. А продвигать это все. Да, скажите, вот мы сейчас вот в это современное время заметили, песни стали не больше 2 минут. Да. Вообще, что это, деградация или что? Что раньше песни были по 5-6 минут, сейчас 2 минуты тяжело человека удержать внимание. Клиповое мышление называется, наверное. Как это? Это деградация или новые какие-то технологии? С одной стороны деградация, с другой стороны маркетинговый ход, наверное, да, можно так назвать. Но якобы считается, что если песня до 2 минут, то тогда, если там цепляющий припев, его буду переслушивать заново, снова и снова. Вот, кстати, с Ощеком так было. Адем, например, высказал свое мнение и сказал: добавь еще в конце еще квадрат, чтобы еще прозвучал вот этот припев. Я ему сказала, что, знаешь, нет, не добавила. И причем с людьми, с которыми я общалась, вот именно, Багышла, сейчас скажу, и ты потом добавишь, которые именно занимались этой песней, они тоже считали, что добавлять не нужно, потому что нужно сохранить вот этот эффект, а хочу прослушать еще раз. Здесь даже вопрос не стоял, короче песни или нет. Кульминация песни, вот когда, вы же сами знаете, песня идет, и вот эта самая главная точка, вот на этой точке просился именно 2 квадрата припева. То есть, точка золотого сечения. Да, вот оно проиграло, и еще раз, и пошло. То есть вот этого мне немножко не хватало по поводу этого, то есть такие моменты были. А по поводу скорости, вы говорите, да? Это, в принципе, тенденция нашего времени. Ну как вот мне рассказать свою историю? А почему? Я еще не есть могу один ее нюанс. рассказать в 16 секунд. Можно. У тебя клип, кстати, можно. 7 минут длится. Дело... Потому что это мини-фильм. Вот. Это вообще... Еще один есть очень важный. Я зрителей заморил, а не победил. Вообще, начало это было очень... Вопрос... Ну, там это подводка была, это все. К чему это, зачем это, не как оправдывайся. это. Есть еще один момент очень важный. Если мы можем рассказать песню сложную в 10 минут, я уверяю вас, если это хорошая песня, которая будет меняться по сюжету, ее будет 10 минут слушать. Здесь все зависит от способности удержать внимание. Вот клипы Майкла Джексона. Ну, вы же знаете, что клип Майкла Джексона в Книгу рекордов Гиннесса, да, вошел. Самый длинный клип. Почему его до сих пор люди пересматривают? Таланты. Ну вот, опять-таки, они держат, правильно? Что, да, это... То есть мы не должны к этому сейчас привязываться, что должны быть по 16-15 секунд. У нас должно мы быть можем снимать большое что-то. Главное держать людей. Ну, как я вначале говорил, главная идея. Если у тебя есть идея, рассказывай как хочешь, главное расскажи. Не, ну тебя я понял. Если человек талантливый, у него все получится. Ну да. То есть мир несправедливый, знаете, есть неталантливые люди. Талантливый певец, а вот фильм не получился. Что делать с этой 10-минутной песней? К талантливым пусть обращаются. И сколько раз мы можем переписать клип? Так? Так, а я знаю, что сейчас, да. Когда нас слушают, смотрят такие мэтры, как Гульзар Бекирова, например, там, и многие другие, они хватаются за голову. Есть, они же все-таки наши мэтры, которые тоже прошли какой-то творческий путь, и сейчас им очень печально от того, что они видят. Мы называем это развитием, они называют это деградацией. Что вы можете им сказать в ответ? Что разность поколений. Они жили в свое время. Мы живем в свое время. И я считаю, что мы должны к ним прислушиваться. Вот, кстати, был как раз-таки вопрос, да, про того, к кому мы прислушиваемся. У меня есть четкое разделение. Я пою как народная. Сантиметры. Я пою как народная, так и сама в авторском плане развиваюсь современно. Я вам просто передать. Мой преподаватель сидит тут, вот, Асия Ханум Сале. Это человек, который вложил в меня вот эту базу, основу, которая должна быть. И если я, допустим, решусь сейчас в ближайшее время записать какую-то народную песню, первый человек, кому я пойду советоваться, это будет Асия Ханум. Если мы говорим о современных песнях, то тогда, скорее всего, например, как было с Ощеком, я пошла к Риане Тарковой. И она честно послушала, честно высказала свое мнение, и я приняла это к сведению. То есть, естественно... Изменила что-то или просто послушала? Послушала, потому что уже было поздно что-то изменять, но там были на самом деле... измени что-нибудь. Ладно, менять все равно не буду. Там были такие моменты очень
не критичные, скажем так. Сколько у тебя авторских песен? Сейчас пока одна, но еще 2 в процессе. Вот готовая Ощек, и еще 2 сейчас пишутся. Тимирджан, ты пишешь? У тебя есть авторские Я пишу. Ну, у меня до этого было совместное творчество с Дели Дамиром. В целом, вот первая, можно сказать, песня с ним, Янгарай, она вышла очень качественной, как по мне, потому что мы в целом хотели показать, что можно делать по-другому. Вот наша мотивация была в том, чтобы раскрыть вот этот потенциал, да, то есть у меня было там видение, я там слушал одного исполнителя, он слушал другого, у него свое видение, и у меня свое, и мы все это собрали вместе. Песни готовятся, да, хочу сделать альбом, мини-альбом, но это все потихонечку, потому что я в целом делаю все сам. Какие Скажи у вас мне, амбиции да, вообще да. вот в творчестве? Что бы вы хотели, например, через 5-10 лет? Вы вообще профессионально останетесь? Получить Грэмми. Или так побаловались и ушли? Хотелось бы остаться, Останетесь. конечно. Обещаешь опять? Ну, наверное, Адиля, да. тебе наверное, вообще да. нельзя уходить. Сам Я же у нас. еще раз говорю, это Сегодня ты прекрасный, столько перспективный обещаний голос, дала, да. Адиле. Знаете, Так это, что- наверное, Да. извините, Ты что свою перебиваю. нишу занимаешь. Это, наверное, упирается все равно в то, насколько этим можно заработать. То есть мы Да. в целом... Будешь зарабатывать? Да. А? Будешь зарабатывать на Ну, музыке? я планирую на этом зарабатывать, конечно, если будет спрос, да, если будут концерты, если будет, ну, вот, к примеру, Диляра Чукинджи сейчас делает концерты, да, но я так понимаю, что она тоже с этого зарабатывает, то есть финансовая сторона у нее в целом в этом плане закрыта. Она не думает, но она вместе с этим еще и работает на другой работе, мы вынуждены это делать, и в каком-то смысле это... Диляр, ты зарабатываешь на этом? Я тоже не знаю, я просто предполагаю, Хороший скорее всего, пример, это не да. просто делается, Да. ну, как бы, знаете, так, на бесплатных Я тоже основах, так думаю. да? Ну, все-таки продаются Но билеты, да, это все в любом купе случае. работает, то есть в комплексе нам приходится где-то в другом месте работать. В каком-то смысле мы занимаемся хобби. В каком-то смысле. Да. В Всё-таки крымско-татарской это музыке, в шоу-бизнесе мы занимаемся хобби. То, что нам нравится, мы делаем. Да? Сказать, что оно переросло, да, вот прям в карьеру, что мы прям находимся в шоу-бизнесе. Например, я про себя Ты сказать учишься так не могу. где-то? Нет, я закончила, я Кто ты по профессии? Давай. факультет международных отношений, политолог. Понятно. Гуманитарий. Вообще никаких связей. Как на Соответственно, политолога ты поешь вообще просто вообще. Арсен, у нас есть вопрос. Да, к Тимирджану сначала первый вопрос. Скажи, пожалуйста, мы понимаем, что творчество требует, чтобы была какая-то смысловая нагрузка, да, в том, что ты делаешь, когда ты объединяешь несколько там, ну, танец, да, песню. Скажи, пожалуйста, вот в данной твоей песне, в которой ты танцуешь испанский танец, какой-то есть вот заложенная какая-то структура или она добавляет, допустим, к этой песне что-то? Или это было твое решение, потому что ты когда-то танцевал этот испанский танец? Есть такой момент, когда вот складываются все карты, да, вот собираются все звезды, и здесь, в принципе, так и получилось, потому что, ну, скажу откровенно, мне позвонил Айдар Ага Мурадасилов, пригласил выступить на Ахмеджит-базаре. Готовой песни у меня не было, но была песня, которая на рынке выступил, ему она не подошла, потому что в целом там нужно более Премьерная такое песня. эпатажное, немножечко раскрыто, ну, то есть, ну, в моем случае танцевальное, я по-другому как бы уже не мыслю в целом плане сцены, и он сказал, вот что-то креативное, то есть она была, можно сказать, написана на заказ, да, одним словом, под И мероприятие. все-таки Испания. Все-таки Испания, да, не отходя от темы. Я начал просто, ну, сразу скажу, минусовку, бит я нашел, то есть потом я взял аренду, и мы как бы дорабатывали работу эту. Просто вот из того, что нашел, меня первое зацепило, это первое, да, было мало времени, и оно все сошлось. Я сразу увидел картинку. То есть мне, в принципе, как творческому человеку, не надо долго думать. Если у меня в голове возникает такой творческий порыв, ну, я вижу картинку, к которой я приду, то я буду делать эту песню или буду делать этот проект. Я увидел, начал развивать и общаться с Айдар Ага. Он мне подсказывал, как можно ее еще лучше развить и все остальное. Испания, да,
потому что я танцевал испанский танец. Это все наложилось. Мне нравится в целом Испания. Не, ну вот честно, со стороны это выглядело так. Я умею танцевать, я сейчас покажу. Ну а Сейчас. что, нет? Так я про Арсен это- так не умеет. И вышел и Так я про это и сказала. Как с вокалом у не за- Темирджана. Он танцует круто, а как он поет Поет он вообще? тоже хорошо. Не забывайте, что я немножко рэпер, рэперы чуть-чуть понтуются. Поэтому, ну, почему не показать это, если ты артист? Я не умаляю ваших Нет, про меня вообще не достижений, думай. вы вообще корифей в этом Да, плане. вообще меня. А в песне банальный смысл растанцевать. То есть там смысл какой? Давай с тобой станцуем. Есть один исполнитель, не буду называть его имени сейчас, вы очень прекрасно его знаете. Намон начинается? Да, да. И он как раз работает в таком стиле. Это очень зажигательно, это очень круто, это очень креативно. Для меня этот человек является, ну, примером в каком-то смысле. И, может быть, в нашем поле, да, крымско-татарском, я хочу быть в какой-то такой роли. Адиле, скажи, пожалуйста, Саул Темирджан, скажи, пожалуйста, как ты смотришь на эту тенденцию нашего шоу-бизнеса, который растет, да? Или, допустим, вот на этот танец с Испанией, да? Ну, возьмем сейчас за пример его. Что будет дальше, если, допустим, так и будут строиться шоу и так и будут строиться песни? Ну, допустим, тебе скажут, давай татарскую песню, а потом ты в конце станцуешь лезгинку. Приемлемо это, или же нужно находить что-то новенькое, или как-то соединять это? То есть давать какую-то идейность в этом, да, чтобы оно вместе оно получилось как образ, да? И песня, и слова, и танец, и музыка. А вы знаете, здесь же по факту так и получилось. Вам так не кажется? Потому что он же не просто вышел, включил испанскую песню и начал под нее танцевать. По факту человек написал. Не просто, красиво очень. Да, красиво очень. Комплиментарное получается Да. ток-шоу. Написал песню на крымско-татарском языке, спел ее и станцевал. Да, стиль испанский. Это, знаете, это как Агутин выбрал для себя Вот латино. Я перебью. Но поет на русском. Латинских песен же много, которые, в принципе, многие слушают даже среди нас. Помните, был момент носа, все под нос, да, бурчали? Да. Причем Так, наши теперь я татары. буду всех перебивать. Мы просто идеально сейчас подвели к нашей мини-игре, где мы будем совмещать все Только наши разогрелись. стили. Да, все разогрелись, я смотрю. Итак, эпатажный кавер у нас называется мини-игра. В чем будет заключаться ваша задача? Мы будем брать знаменитую песню, нашу и зарубежную, и вы попробуете ее спеть в другом жанре. Готовы? Все понятно? Мы с Давайте. Севилью ничего не делаем? Мы что Ходим? делаем? Вы с Севилей будете оценивать, окей? Кто вам больше так. понравился? У вас есть руки, аплодисменты. Поехали. Настроить аппарат. Ну, В давайте. общем, начнем с Адиле. Давайте. Песня Сани, Бобби Хэб. Сани, yesterday my life. Heavy metal. Эй, А можно сюда гитариста? У нас Конечно. есть Арсен. Я чемпион мира по воображаемой гитаре. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really is the pain. Pain. И там, я не знаю, какие-то крики, типа, класс! Это как пример, это сложно. Я вообще не слушаю heavy metal. рассчитано на то, чтобы вы выглядели неловко. Но вы опять ловко выглядите. Это такая идея, да, получается? Конечно. А что вас хвалить? Вы и так Я бы не красивый, пришел. талантливый. Я шучу. Sweet Dreams, знаете песню? Sweet Да. Dreams are Да. made on country. Sweet dreams are made of this. You and I do disagree. I travel the world and 7 seas. Everybody's looking for something. Слова не нужны. Я просто пою ее часто. Едем дальше. У нас песня «Духаст». Рамштайн. Слова нужны? Попробуем ее спеть. Однозначно, да блин, это Девушек не очень жалеете, сложно. вижу, да? Ну, хочется же какого-то разнообразия, чтобы было непривычно. Все будет хорошо. Опера. Вы поете оперу, Адиле?
Нет. Нет? На это и рассчитано было. Мне кажется, я просто могу это слово спеть, и это будет типа... Духас. И еще 3 раза. Не, ну... Кайф. Хоран. Страшно. О, Господи. Диско. А можно слова? Да. Тоже. Здесь я бессилен. Скажите, пожалуйста, слова. Elinde altın gugun. Hayadan indim bugün. Elimde уже делайте. Гугун. Арсен очень классно справляется. Я просто не справлюсь. Elinde altın gugun. Her gün görgen yarimdi. Ne dün gördüm ne bugün. Her gün görgen yarimdi. Ne dün gördüm ne bugün. Нормально? Йос мам. Блюз. Ой, keman çemnin telleri Yosman bağlamadı, bağlama Yosman bağlamadır, bağlама Ну тут просто вот я с мамой такая классная, Получается, мне ее с мамой хочется вот изначально это. в блюзе было Да. написано. Теперь Weekend. Артист, который у меня больше всего ассоциируется. Сейчас будет. Тимирджан почему-то. Сейчас будет. Weekend Blinding Lights. Фальцет сейчас В будет. крымско-татарской манере. I'll be trying to call. I've been tryna call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe немножко индийская манера. I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Яша, 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 меным хаутом. Мне кажется, Идеально. эти песни надо так зафиналивать. Это, кстати, была армянская. Нет, конечно, Версия. еще одна песня. Это не в отделе. крымско-татарская была, подожди. Это армянская 6/8 какая-то? это было. Ну давайте вы попробуйте. Да, давай версию. Сейчас, секунду. Ой, сейчас гослеклер. Как там? Давай, давай. I'm blinded. Бдака тупатал, дум бдрата тупатал, I've been trying to call, I've been on my own, follow your way enough. Мне Я бы кажется, не переиграл бы. в репертуар ансамбля Храм можно взять эту песню. Как думаешь? Да. Он обидится. Вершимде Ярграджак Blinding Lights by Weekend. Моя Синбекин. One Kiss Dua Lipa. Тоже в крымско-татарской манере. Тум гдал пату патал. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. Это невозможно. Отсюда лучше справиться. Нет, это было классно, круто. Чоксан волнус, это был Да. эпатажный кайф. Вы все такие поющие, аж бесите, Да. знаете? Я как будто тут, я не знаю. Вы ничего. поющие, Это хорошая бесите. реакция. Я знаю, это первый коммент под этой передачей будет. Кстати, оставляйте комментарии, кто понравился больше. Севиля Картакаева. Как вам, Или- кстати, вообще, вот вы как взгляд молодежи, у нас есть крымско-татарский шоу-бизнес, и как он вообще развивается? Хороший вопрос. Наверное, мы на таком на хорошем старте, можно так сказать?
Потому что прям сказать, что у нас есть шоу-бизнес, вот он действительно, наверное, только зарождается. А для меня шоу-бизнес — это вот как раз-таки вот такие премии, Хараденис премьеса. Это когда ты не просто выпускаешь песню, а уже задумываешься о том, что важен сниппет, о том, что важны клипы. Вот это в совокупности, да, шоу, образы, танцы совмещать с песнями, с пением, задумка какая-то, идея в номере. Вот это все в совокупности шоу-бизнес. И вот он у нас сейчас только потихонечку начинает набирать обороты. Но это, по-моему, то есть я не успею уже. Почему же, Арсен, бежать? Вы же победитель Хараденис премьеса, участник. Он был когда-то. Он сейчас просто заново, как феникс из пепла, возрождается. Есть определенные такие примеры, да, ну вот, в принципе, мы вспоминали про Диляру, которые уже, ну, имеют продолжительный успех. Я думаю, что Риана Таркова, кстати, тоже, она дает свои сольные концерты. Все равно каждый артист должен стремиться к сольным концертам, к репертуару. Репертуар — это, ну, как багаж твой, да, то есть ты своим репертуаром показываешь, кто ты такой, и на этом сольном концерте ты это все выдаешь на суд публики. Поэтому я думаю, что это продолжение, не заново, а продолжение. Я считаю, что у нас есть хорошая основа, хорошие советчики, люди с опытом. Вы все про них знаете. Они как раз выступали на Хараденис премьеса. И они для нас и пример того, что это было, и это может быть еще раз, и может продолжаться дальше, и иметь успех. У нас есть вопрос. А я вот после игры просто у меня так возникло, Севиля сказала немножечко, говорит, вы так хорошо поете, аж вот, ну действительно, вы очень хорошо поете, но и каждый из вас немножко эту тему уже затронул, моего вопроса, но мне хотелось бы, чтобы вы чуть-чуть больше, может быть, про это рассказали. Про Дили я чуть-чуть больше знаю, но все-таки тоже ответьте, пожалуйста, на вопросы. И вот, Темирджан, мне очень интересно, вы классно двигаетесь, вы оба очень хорошо поете. Мы вот сейчас это видели, да, и видим это на сцене, и гораздо легче, наверное, может быть, просто выйти и спеть. Мы видим, что у вас это хорошо получается, вы умеете петь. Но сложнее, ну, стали, конечно, у нас сейчас артисты как бы с подтанцовкой выходят, да, но это тоже часто бывает, что артист отдельно, подтанцовка отдельно, это как бы, и у вас мы видим совокупные номера, такие очень сильные, и танцевальные, и вокальные, и идейные, и мне как зрителю это нравится, но хотела бы, чтобы, вот вы говорите, что я вообще не представляю себя по-другому, да, вот вы уже предыдущие вопросы, когда отвечали, вы сказали. Это сложнее ведь, это работа. Расскажите про вашу работу и действительно ли вы так себя видите? Почему вы делаете такие номера? Во-первых, потому что я банально с 6 лет танцую, с детства танцую. На тех же свадьбах в 4 года я прятался за музыкантами, бегал под ногами людей, которые танцуют. Ну, я просто такой. Кто выключил свет? Мирджан пробежал. Я просто без этого не могу, это для меня как воздух. Да? То есть я не могу не двигаться, я тренирую, то есть я преподаю танцы. И для меня это часть жизни, стиль жизни. И поэтому для меня просто спеть, выйти песню, ну, это... Конечно, тоже стиль. Кто-то выходит, просто поет песню в зависимости от ее смысла, да, и от подачи. Я делаю такие песни, в которых я могу проявиться как танцор тоже. То есть это танцевально-вокальный такой стиль, да, у меня. И, ну, я просто без этого не могу, и все. И мне хочется развиваться в этом и показать, что мы, крымские татары, ничем не хуже на самом деле, что мы можем вот так тоже. Это, ну, самое первое вот желание показать, что вот, ну, мы тоже можем, получается. Взгляните на нас, посмотрите на нас. И, в принципе, ну, может быть, я какую-то банальную вещь скажу, но я в каком-то смысле мечтатель. Я думаю, что вот была какая-то мысль такая, что выйти там на международный уровень. Я думаю, что это возможно, если мы будем дальше развивать это все, потому что есть очень большие примеры тех песен, которые поются вообще на другом языке, румынские, там, латинские, без разницы.
французский, к примеру, Стромае есть такой артист. Он известен во всем мире, он не поет на английском, он поет на своем чистом крымско-татарском. На своем французском. И на самом деле... он там поет. На самом деле, вот я закончу мысль, я в каком-то смысле с Арсен Ага согласен, потому что я не против англицизмов, я тоже их использую, но лично моя внутренняя творческая такая задумка постараться делать все на крымско-татарском. В другом стиле, не обязательно в народном, но на крымско-татарском. Это нас и отличает от других. Наш язык отличает нас от других. Многие забывают об этом, что язык – это уже дополнение к крымско-татарской культуре. Мы просто развиваем дальше свой язык, свою культуру, осовремениваем и становимся виднее в этом мире, потому что мы очень сильно, я считаю, отстали. Лет, наверное, даже на 20, по моим меркам. Я считаю, что у нас есть все возможности это все догнать и даже перегнать в каком-то смысле. Я полностью, в принципе, согласна с Темирджаном. И касательно вставок английских, да, слов или будь то каких-либо других, сразу хочу уточнить, сказать, основная, каркас моей песни, куплеты, это в основном в основе лежит крымско-татарский язык. Примеси других языков — это рэп, может быть, и в припеве, как, например, было в «Ощеке». Я не считаю, что это как-то может, да, повлиять плохо на дальнейшее развитие, на наш язык в первую очередь. Для меня очень большим примером является казахская поп-индустрия. Я за ней активно слежу. Я всегда говорю, мы даже на Меркезе, когда были, если помните, я упомянула Ирину Кайратовну. Их тоже не воспринимали, их хейтили. Зато сейчас, когда они прославились на все СНГ, а то и за пределами, все казахи с гордостью говорят, что они наши. Хотя у них примесь идет жесткая намного, они очень сильно мешают. Не так, как я. У меня часть на крымско-татарском, какая-то часть мешается. У них мешается все. Но это воспринимается, и они в первую очередь знают как о казахской группе. Не как о русской, хотя они мешают, добавляют русские слова. Не как об английской или американской, хотя они добавляют английские слова, а как о казахской. Потому что в первую очередь они продвигают Казахстан. И вот моя цель... не все же артисты поют на самом деле так, не все же артисты мешают языки. Вот я просто для себя выбрала этот путь, я очень люблю языки. Твоя фишка. Всегда изучала. А ты владеешь крымско-татарским? Я владею крымско-татарским. Дома у нас говорят на крымско-татарском. владеет крымско-татарским. Просто многие думают, что ты не владеешь крымско-татарским. Нет, у меня единственная проблема, я отучилась в Турции, и у меня началось сильное смешение турецкого языка с крымско-татарским. Это моя прям проблема. Но я, да, bakar mısınız, да, вот это все. От этого нужно, конечно, чуть-чуть, мозг, ему сложно ориентироваться за счет того, что слишком схожи языки. Иногда приходится себя в каких-то моментах останавливать и понимать, что сейчас ты сказала на турецком, а не на крымско-татарском. Вот и все. А так, я училась в крымско-татарском классе. Турецкий язык — это здесь. Сау. Мы все вместе делаем шоу-бизнес, развиваемся, делаем что-то новое, экспериментируем, спотыкаемся, встаем и дальше идем. Çok sağ olunuz icadınız için, kelgeniz için Temircan Adile Apsayitova, sayın dostlar, Pitsatoriya kahvehanesine teşekkürler bildiremiz ve Katır şovusunu yekunlayımız. Görüşkence.